Всем привет! Начинается новая поездка. На этот раз я уже не один. Спасательная операция пришла ко мне на помощь. И на этот раз мне помогает вот Игорь. И наш дорогой Иван Григорьевич. Как это? Дорогой Леонид Ильич, да? Да, все сделаем, как говорится. Все. Сделали каток, поставили подшипник. Осталось доехать до места и собрать урагана. И мы еще покатаемся. Так что рыбачить на этот раз будет веселее, жить везде будет веселее. Все впереди. Да. Нам не страшен серый волк. Дядя Ваня знает толк. Этих волков знает толк. Капкан взял? Взял. Все, взял капкан, так что поставим на волчару капкан. Сейчас собаку какую-то возьмем для приманки. Шутка. Ну, поставим, посмотрим. В общем, мы уже было почти поехали, забыли Карамультук. Возвращаться плохая примета, но еще хуже примета, если ехать туда без Карамультука, в Волчье Царство. С волками жить, по волчьи выть. Так что надо держать все навостро, чтобы все было наготове. Без Карамультука туда нельзя. Так что все, выезжаем. До свидания, любимый Троицко-Печорск. Машина слева. Впереди самое интересное. Погнали. В общем, добрались до места выгрузки, погрузки. Получается вот такой вот снегоход Динго. Дорога протоптана. Как мы видим, после меня, как я вышел пешком, никого здесь не было. С одной стороны, это хорошо. Заяц пробежал, да. С другой стороны, как бы у него, у этого снегохода, о, горит лампочка, лыжи шире, чем буранка. То есть лыжи пойдут по целяку, а буранка продавлена местами по полметра, так что может быть и не потащит. Нет, он вот будет это в стенки упираться. В стенки вот будет упираться. Вот там пойдет точно по самому. Он как раз, лыжи как раз. Не-не-не, это тут еще кто-то бронит, а чисто моя-то нет. Ну посмотрим. В общем, если не получится, придется в два подхода. Получится. Все. Сейчас глянем, посмотрим. Ездили, мы же за тобой ездили. У него просто вот упирается в это, в стенки. Ну, Иван Григорьевич сказал, получится. Сейчас посмотрим. Все получится. Все будет видно. Все, окей. У тебя веревочки, Иван Григорьевич, это? А? Веревочки болтаются. Для красоты? Я не подвязал к ремню. Потом приеду, там подвяжу. Понятно. Ящик туда. Ну ты сидеть будешь. А я на этом буду сидеть? А я, ну бери, положи это. Нет, это... Я сюда между ног сяду на это снизу и все. Ну. Вот это. Вот так вот. Сюда, ноги садись по бокам. Ну. Это мешаться будет. А сюда я бы сел. Да, мне кажется, сейчас он не сможет. А сюда куда-нибудь. Блядь, может это ружье. А ружье потом некуда, блядь. Ну-ка, вот так вот. Ну-ка, ножки шире, ножки шире. Блядь, надо было где-то вперед, глядишь, это жопой сюда, то это пиздец. А? А, ты ногами сюда, потому что передом воткнуться и все. О, Вот так вот, да. Нормально, Иван? стой, ну. Подожди. Нормально? Ногу выше подними, левую.
Не больно, нормально? Да, ногу больно. Ладно. Левую, правую? Могу я снизу сесть. Как раз. Как говорится, лучше Плохо ехать. плохо ехать, чем хорошо идти. Пока у нас вроде это получается. По утоптанной тропинке вроде пока передвигаемся. Нет. Все. Все. Или корыта узкие, или у Ивана Григорьевича ноги толстые. А? Я широкая задница, блин. Или у меня задница широкая. Да, а у меня ноги тонкие. Ноги тонкие, да. Зайцы бегают, блин. О, на одном маленьком корыте вон. Динго. Сейчас самое интересное. Тут еще буран туда-сюда. Сейчас вот чисто моя пойдет. Тут кто-то еще, видишь, на буранке катался. Вот, а сейчас... Все, сейчас пошла чисто моя дорога. Все. Сейчас пошла уже чисто моя буранка. Ну, не знаю. Сколько проедем, столько проедем. Пока едем. Все. Закрываем Да. фартук, чтобы не закидывало снегом. Надо было взять, в машине ж был. Надо было это засечь, а сколько дойдем. Пешком дошел за 4 часа. Сколько мы за какое время проедем? У меня нет чего засекать телефон. Сейчас я засеку. Четырнадцать. 14, значит будем 15-20 там. Не, 15 будем там. Ну да. Все. Дай бог, посмотрим. Сегодня будем заказывать. Да, Выключаемся, лишь бы Игорь закрываемся. показал дорогу. И все, давайте. Дай бог доехать до избы, увидимся в избе. Мы едем в далекие края. Хорошо, что от солнца ушли в тень немного, а то жара одолела. Да. Блин, тает прямо на лице снега. Сейчас хоть не тает, хорошо. Тает. О, какая бровка, аж, блин, выше корыта. Вези меня, извозчик, вези. Как вы видите. В тоннеле. Что не говори, лучше плохо ехать хорошо, чем хорошо идти. Это наши русские горки. Да, а то есть американские. Да, ну их на. Как, Григорьевич, как жизня? Очень приятно, блин. Я говорю, хорошо, что ушли от жары немного в тень. Хорошо, вот. Лучше нету того свету. Когда яблоня цветет, Лучше нету той минуты. когда Хариус придет, клюет. Клюет. Как увижу я поклевку, так и сразу я возьму эту рыбину речную, харюзинушку мою. На малосолочку мою. Малосолка под 100 граммку, лучше нету еды. А красота, смотри, какой березняк. Березы нас встречают в ладони. Они выросли немного. Вот ворота. Въезжаем в райские ворота. Лучше нас живут только боги. Да. Ты, блин. Блин, хочу показать палец вверх. Вот так, во. Да.
Еще немного. Еще Еще чуть-чуть. Последний бой, он трудный самый. А я в раздержку быстрей хочу. Я так давно не пил 100 грамма. Как-то вот так, друзья. Еще немного. Еще чуть-чуть. Опа, 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 подъезжай. Опа-на. Опа-на. Это снег. Это Игорь. Снег работает. Блин. Я тряхнул здесь снег. У меня даже бороды. Я скоро по трамплину задницей вперед отсюда выскочу, наверное. Хорошо, хорошо, Салас. Мы же тут вспотели, блин. Крыть, прыгать. Опа. Опа. Ой, еще раз кинет, ты мне ногу сломаешь. Ногу свело. Сломаешь вот так вот, чуть-чуть. Все, ложись. Нормально. Нормально. Как-то вот так добираемся до места рыбалки. Да. И это тоже рыбалка. Да, конечно, это тоже интересно. Ну так, на Блин, диване такого нет. экзотика. А на диване откуда? Да даже не приснится такое. Это точно. Ну все, А все кругом белые. еще немного, еще чуть-чуть, все. Встречаемся в избушке. Вот когда подкинет, все нормально. Опа, опа, хорошо, хорошо. Смотри, Игорь, Блин, прям по морде ушатал. спортивная езда. Тебе помочь. Получил по хлебальнику. А мне по шапке. Хорошо, хорошо. Хорошо. Ловим удовольствие. Ой, хорошо. Ой, хорошо. Давай, Игорь, еще. Опа, хорошо. Финишная прямая. Да. Не разгоняйся, чтобы успел повернуть. Да. Надо проскочить. А то проскочишь до речки. Там не проедет он. Не проехал. Наконец. Не проехал. Ждите, я вас понял. Мы сделали это, мы доехали. Поехали, бля. Как будем выходить, это уже отдельная история. Дай ему камеру. Ну, уже как белые медведи. Все. Ну как-то вот так. С минимальными потерями, практически даже вообще без потерь, доехали до нашей избушечки. Не, там я думал лоси где будут плохо, где они нарыли, а вроде ничего, проскочили. Привет, ураганушка, скоро лечить тебя будем. Прости меня, дурачка, за то, что вовремя не смазал, за то, что не доглядел, не ухаживал за тобой. Все, сделаем как надо, ты будешь скоро как новенький. Это будет скоро. Ну все, выгружаемся. С приездом! Спасибо. Вас так же. Вас же тем же концом по тому же месту. Все, заходим. Тебя отряхнуть надо, Иван, там это все белый. Да, будем отряхаться. Коврик положу. А сейчас будем отряхаться. Все. Так же не пойдешь, а веника нету, что ли? Забыл посмотреть время, за которое мы доехали. В общем, выехали 14:14. Сейчас, как я говорил вам, минут 15-15. Но мы уже 15 минут здесь. Да. Получается, за 45 минут доехали. 45 против 4 часов. Разница ощутимая. И еще раз скажу, лучше плохо ехать, чем хорошо идти. Все, приступаем к ремонту. К ремонту урагана нашего, чтобы завтра было на чем ездить. Прежде чем начать сборку,
отремонтированная. Ну-ка, вот так вот, Иван Григорьевич, подержи немножко. На меня вот так вот немножко, да, вот так. Так, прежде чем начать сборку, хочу сказать пару слов. Как говорится, женщина любит ласку, а техника любит смазку. Правильно, Иван Григорьевич? Так точно. Вот. Тут небольшой люфт есть уже тоже. В общем, вы сами видели, как я выезжаю с Весновки. Как я езжу по наледи, то есть вода, грязь, Да. песок. Это все у нас на подшипниках. И хотя подшипники закрытые, все равно их надо смазывать, заливать технический вазелин, то бишь солидол или специальную смазку. Вот сейчас вот это мертвые, которые вот сейчас вот поменяли. Вот оно. Идеально. Тут люфт есть уже. Есть люфт, рано или поздно разлетится и этот каток. Но теперь, во-первых, я заказал у нашего урагана такую каретку полностью. Как приедет транспортной компании, я поменяю новенькое, все поставлю, а это оставлю про запас. Также я заказал еще... Выключил. Через Авито, нет, все пишет. Через Авито я заказал еще с Авито доставкой запасной каток. Также его буду с собой запасной таскать, с подшипником поставленный. Разлетелся, выбил, поставил стопорное кольцо, поехал дальше. В общем, на ошибках учится. А еще, это ладно, тут смазать проще простого. Если полетело там, которая внутри, то без снятия гусянки уже нет. В общем, после воды, после грязи, после песка, который мы творим весной, техника предназначена снегоход, а не грязеход, и водоход, как говорится. Мы же эксплуатируем так, что жесть, реально жесть. И как бы надо немножко беречь. В общем, любую технику надо смазывать, и ничего ломаться не будет. Рано или поздно расходники все равно сломаются, нет ничего вечного, но продлить жить можно. Теперь все, осталось у нас поставить. Тросик мы поменяли, новенький поставили тросик. Поставим новенькую кареточку. Я так думаю, как минимум на этот сезон этого должно хватить. Тут небольшой люфт есть, но не критично. На сезон хватит. Все, приступаем к ремонту. В общем, самые муторные, Иван Григорьевич, показывать не стали, да? Ну, это... Немного так вот поддонкратили, получается. Поддонкратили буксировщик, вон. Подвесили гусеницу. И все. Теперь... Наживили болты, наживили натяжитель. С той стороны все то же самое. Наживили натяжитель, наживили болтик. Все, теперь натяжителем натягиваем гусянку. Закрутим. И все. Главное, без фанатизма, чтобы... Да. Тут видно место, где был старый? Не видно? Шайбы не выработал. Немного, вот до сюда видно. Ну вот. Главное, не перетянуть гусеницу, чтобы Ну нагрузка... да, ну так как было, чтобы вот. Потихоньку будем здесь. Ну, по эту головку натянем, да и все. да. А потом затор равномерно уже будет. Как-то вот так вот. С помощью горбыля, топора и какой-то матери делается наша техника. Это очередной раз говорит, что сейчас, что смазывать нужно вовремя. Так, еще и застрял тут. Да ёшкин так вот. Ты нажми, прям стукни по головке. Так, ладно. В общем, я думаю, ну, да. И так все понятно. Да. Собираем, затягиваем. И будет как было, даже лучше. Уберу. А ты не поставил трос? Новый там стоит. Ну, что, будем пробовать? Пока нет. Ну вот, в принципе, все готово. Урагашка у меня с новым тросиком, с новыми катками. На улице тем временем уже темнеет. Сейчас попробуем.
Это выключаем. Это включаем. О! Фонарь наполовину перегорел. 3 нижних горят, 3 верх. Ну, блин. Не одно, так другое. Не другое, так третье. Ладно. И, дорогая, не знает, какой у парня был конец. Что-то Игорь пошел за водой, пропал. Так. Вот. В принципе, все готово. Все чики-пуки. Сейчас одену плащ и пойдем пробивать дорогу. Дороги, дороги, осталось как много от жизни моей. Так, ключи надо забрать еще. Че, напрямую, наверное, не будем дорогу, попробую его без, да? Прямо слишком круто, наверное, будет. Ну да, но не знаю, попробуй, но блин, сейчас может темно уже. С фонариком. Плащ одену это, чтобы и попробую. Двигаться буду, не должен потеть. Ладно, будем пробовать. Пока Игорь, что Игорь там рыбачить пошел? Ну, он хотел попробовать, порыбачить и воды потом. Да, не терпится уже ему, не терпится. Тогда он уже недели полторы. Ну, когда мы были с ним перед днем рождения, ну, то я поймал 18, а он одного. Ага. Ну, короче, поделили. Ну-ну-ну. Все. А он говорит, я сейчас уже, блядь, до весны не поеду. Ну, не едешь, я его и не зову. Ага. Я позавчера был вон на Устисове, тоже 14 штук поймал сишков. Ну, хорошо. Так, ладно, что, пока это, все равно вы тут ужин-мужин готовите, у меня часто уйдет как минимум. Ну да. Я сейчас пилу возьму и прямо с пилой пойду туда. Где-то что-то пильнуть, может, где-то что-то вальнуть. Ладно, поскакал я. Вот и мы у тебя потеряли, думали, тебя волки съели. Из травы малосолку только делать. Трава. Там цеплял. снег на Ну там трава же, Здесь место, да. мелко тут хули, все везде. Поклевок не было? Какие поклевки? Лески не ищут. Понятно. А Всё. ведро где? Я за ведром пойду, да, с ведром и чайником, блядь, снегу Ты брал постолько. это, ящик брал. Надо, блядь, ведро вот так тащить. хули. Ящик надо было там на реке оставить? Нет, ты пол ведра, зачем? Ты же не полное ведро. Пол Ну, ведра. Да. блядь, аж вспотел. Вот это. Так, что, третью стопку, наверное, надо достать, да? Да, чё ж, две, да. А это ты вчера с кем? Тут две стопки. А это же у меня же друзья-братья по ту сторону экрана-то. Мы же им тоже наливаем, как это так. А я-то думаю, с Ты- кем ты тут? Ты маханешь, Игорь маханет, я махану. Они облизываться, что ли, будут? Они скажут, а нам что не наливаете? Нет, это просто один, я не помню уже кто. Пошло-поехало с тех пор, типа, а что мне наливаете? Я и начал наливать. И спасибо, говорит, ну хоть за компанию с вами выпьем. Так, все правильно, нас же настроя. И друзья по ту сторону экрана, он как раз 4 татарина. 4 татарина. И сучок. 4 татарина. А-ля-ля-ля-ля-ля. Голод рождественный. Кипячить надо. Чай не кипел? Кипел. Кипел, но он, блядь, Кипели, уже кипели. остыл. Он уже остыл, но он кипяченый. Кипели, кипели. Ой, бил дорогу, Так, надо это. не добил. Яйца тоже убрать. В общем, всякое бывает. Бил дорогу, я думал где-то час, а на самом деле оказывается 2 даже. да. И самое обидное, что не добил. До низу добил,
Думал, надо бить до реки, чтобы урагана оставить на реке. Завтра дорога промерзнет и ну, подняться по замерзшей. Но до конца не добил, такой бурелом. Бензин в пиле кончился, пилил, не допилил. Слава богу, бензин в пиле кончился. Там Да. еще ждали. Не, самое это, как я разворачиваться-то никак. У меня эта дорога в одну сторону. Я-то думал, только на реке развернусь. Потом хорошо, я вот это, веревка у меня капроновая есть. Эту веревку, жопу развернул на месте, вот так вот. На месте жопу развернул и поехал. Голь на выдумке хитра, как говорится. Ну все С чисто. чистых, да, приятно Так пить. светится. Ну банкуй. Что, беленькую вашу будем? Ну или да, чё? да, добьем уже, что. А то я тогда 3 дня здесь жил, вот даже бутылку не 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 осилил. победил. Да ты че? Да, вот как-то и друзья помогали, и все, и никак не Давай уходило. беленький добьем. Давай, Иван Так. Григорьевич. Нет, ты. Твое любимое по Марусин поясу. Ты, давай, ты. Ты, Варенички со Сердце мое. сметанкой. Фильку бедного побрили, теперь никуда. Обиделись на Фильку, что голый танцевал. Да ты че? Ну, это, на вечеринке-то он голый танцевал, все, теперь враг народа, нигде его не приглашают. Так и Да надо. он какой-то, тоже немножко жил. слышь, этот с вольтами. брат 2-то, он какой-то, Филипп, не нравится мне, он какой-то слащавый, блядь. Ну да, конечно, он, Румын одним словом. Румын, да. он цыган, а не румын. Так, по Марусин поясок? Да. Оска. Опа. Это зрителям нашего канала самое Это большое. хорошо. Это очень хорошо. Что, не вошло? Так, ну Не что, вошло? друзья, товарищи? Всё, можно Не кашу вошло. Нет, давать, да? второй раз, наверное, еще придется. Не войдет, Ну бесполезно. ладно. Так, кашу это далеко не надо. Лучше вот это. С приездом, господа, я уже здесь второй раз. Вы, друзья, товарищи, Мы пьем. впервые. Так, горячие. Осторожно, горячие. Так, ложка Игоря есть. Не знаю, мы тут вот 2 ложки нашли какие-то. Вот одну отсюда взяли. Да. Так. Так, ну-ка, сейчас. Вот вон воткнута ложка. Так, это местная. Вон Это моя. А, ну Вон тогда вот тогда он как местные, да. На, Иван. Местные нам. Дай. Вон Дай. еще- алюминиевая еще есть, алюминиевая. Так все, уже 3 ложки, даже более. Хватит? Или гостям тоже ложку. Нет, гости кашу не едят. Так, да, вот это местная, это моя. Все ясно. Кашку не едят. Вот видишь как. Дедушка мой вот так вытирал ложку. И все так вытирали. Даже А ты помнишь где-то? Одного. 92, да, помнишь? Говоришь? Да, одного. А до 90 работал. Да. Иван, Да, у Григорьевич- меня отец до Иван- 89 работал. Иван Григорьевич хочет рекорд побить. правильно, а что? Ну, не знаю. Как Бог даст, так и будет. Я Да, не это. Давайте. мы предполагаем. Да, мы думаем, что там все зависит не от нас. Не от нас. Дай Бог здоровья. Дай Бог вам здоровья. И чтобы голова не болела никогда. И не берите дурное в голову, а тяжелое в руки. Иначе спина болит. Да, иначе спину сорвете. Так что, Я сейчас потаскал. Не, радует одно, что у меня ураган опять на ходу. ну так, Все, ну, вылечили. так, ну давай за ураган еще. Давай. Дай Бог ему больше здоровья. Я говорю, хорошо урагану. Сломалась запчасть, поменял, он дальше едет. Вот, а у людей немножко не так, да? Да. Запчасти не так-то просто найти, блин. Ух. Ходовую, да, Григорьевич, ты поменял вообще-то ходовую, да, тоже немножко? Ну, шарнир. Шарнир. Титановый поставить. Алюминиевый. Все. Нормально.
У вас тоже гречка, да? Я тогда 3 дня гречкой питался. Да, да. Мы тоже одну гречку взяли. Самая деловая. А, что это? Сегодня уже приготовили уже на ладно, а завтра, как только печь растопим вечером, сразу, там у меня 2 утки на улице замороженные. На рыбалку пойдем, их занесем сюда, чтобы немножко оттаяли. Повесим тепло. А вечером на сковородку и на печке они оттают. Они готовы, все уже. Мультиварки Валентина сварила. До них руки ни ноги не доходили. Ути. Многие говорят, смотрят охоту там, добыл 10 уток, да? Ну, удачно, утосвяза. Пишут комментарии. Тебе чего жрать нечего? За что ты столько убил бедных уточек? Убил бы одну, и все, хватит бы тебе. Не пойму, что сезон охоты 10 дней, а утку надо жрать 365 дней. Даже если раз в неделю, то сколько? 104 недели, да, в году? Да. Хотя как минимум раз в неделю 104 уток надо хотя бы добыть. Ну, 50 весной, 50 осенью, как минимум. Они говорят, одну добудь, да и тебе хватит, что тебе жрать нечего. А вот сейчас вот уток нету, а у нас в морозильнике есть. Можно вышел и не стреляя. Да. Рыбу тоже я весной наловил, полуфабрикаты сделал, ребрышки, фарш на котлеты соленого, а лишку что остается, собаке кашу с той же язя варишь, уже покупать не Да, надо путасу. да. Пока не застыли. В Якутии щуками наливами кормят, а мы язями кормим, что есть, теми кормим. У меня кот. Сейчас я покажу, Только речную рыбу. магазинскую не ест. Не. Вот Даля принесла, кинула. Бесполезно. Я говорю, что ты? Я пошел он на устье Соевы, наловил этих ершей, окушков таких, все, полпакета. Принес, насыпал. Он берет, и у него такая эта полоска, где он когти точит. Возьмет его туда, положил, и там хряп. Мне еще с Якутии отправили видео, сейчас я не знаю, в принципе в WhatsApp, если загрузилось, должно показать, да? Ну да. Я не знаю, только до конца не просмотрел, может быть. Представляете? Там щук поймали, там, видать, какое-то озеро заморное, то ли что. Как ловили, не показывали, но показали количество. Так там Поленницу. поленница и все, По кругу. и там, короче, очень-очень много, блин. Тонны 2-3, наверное, блин. Я говорю, вот там действительно, наверное, не только собак и кошек кормят. Там хоть действительно, как говорят, щуками печку топят. Да, там налимом точно топят чуны. Это делают 2 лунки, там, и тут как канавку. Вон. И как перекачивает воду, и щука вся сюда хуярит. Вот. Я вам тоже включу вот это. Да, вон, ну, щуки, да, это же не тонны, там целый сейнер. Вон, лопатой же. Что-то нету. Что-то это. О, все. Яркости добавить, да. О, Что-то телефон навернулся, блин. вон щуки. Видишь, ну сколько тут? Больше тонны Да же, блин. да, конечно, да ты что? Ой, там. Да, тонна. Вон в мешках сколько. Вон дальше, вон. Да, видишь? это вообще, это, блин, это... Состав. О, да, ебиться, на 20 Ты тонн. на базе меньше леса было. Да, интересно было. Кабеля меньше. Это какой язык? Ну не коми точно, в коми только Чук, здесь нету. чук. А тут 10 чук поймаешь, да говорят, О, Вот видала леглет. ну зачем вам так много? Вы кушать нечего, что ли? да. А мы 10 штук поймаем, да говорят, что много. Вон, мешки там Я еще. говорю, да немножко там. Немножко.
Немножко поймали. Крайние, блядь, штабелявые. Там вагон целый, да? 2 вагона Конечно. железнодорожных. 3 вагона, наверное. И одна щука все, да, вот. Да. Мы такого за всю жизнь все вместе не поймаем, блин. Да. Так я привез, что ли, блядь, сколько, блядь. Штабеля. До дрова. У нас дрова так тоже. Кто меньше дров. Ну. Видишь, озеро, болото и какие-то перегородки, видишь? Они, скорее всего, с очками черпали оттуда заморную рыбу, которая выходит. Да. И всё. Они сделали, я говорю, делают 2 лунки. Так что, как мы рыбу ловим, Да. и то рыбинспекция умудряется кого-то наказывать. Удочкой поймал там меньше 28 сантиметров харюза. А тебе протокол, блин. Мелочь ловишь. А если у нас средний стандарт, вот это 22-24 сантиметра, он больше не вырастает? Да. Редко-редко может 28-30 вырасти, там единицы, может 3-4% может состав вот это, что-нибудь вырастает такое. Это точно. А нет, сейчас говорят вообще еще до 30 хотят поднять, если уже не подняли минимальный. Это вообще можно будет всю рыбу выкидывать, что поймал. Что мы будем и делать, да? Мы это и делаем. Ловим и кидаем. Штамные удочки не ставим, чтобы не заглатывало. Конечно. Нельзя. Да. Где бардак? Наказать тех надо, кто не водами с маленькой ячей ловит. Вот они, да, каждый день ведрами там. Ячья 20 или 15 там, блин. Вот это, да, браконьерство. Вот такую мешками. Как-то покче один мужик малявок марли черпают, длинный невод. Иду по берегу. 3 или 4 ведра 16 литровых малек. Подошел, а там больше половины вот такие жиганчики, как мальки, маленькие. Ну да. Я говорю, ты что делаешь? Я говорю, тут половина, говорю, с чешуей. Харюс. Харюзята, говорю, или сижата там, ну, с чешуей, видно же, малек-то без чешуи. Ну да, да. Он же, а что, говорит, какая разница, что курям жрать, говорит, что мальков, что харюзов, блин. Я, говорю, все равно курям, говорит, ловлю. Я такой, Ты ёшкин кот. курям, Вот такого, да, вот такого надо наказывать, блин. Я говорю, выкидывай, блин. Сейчас, говорит, я выкину, блин. Вот это браконьер, столько штук там, там 1000 вот этих маленьких вот этих харюзят, блин. А он малявочником черпанул и курям, говорит. Ну, малявок ловим так, ну, по возможности стараемся Да. все-таки выкидывать чешую, мы которую... с тобой, помнишь, тоже взяли малявок, а сколько было яськов таких вот, язенков. Хотя, с одной стороны, язят-то можно и не выкидывать, Ну, блядь, да, да, ну. он же вредитель, блядь. Ну да, А но все равно рука не поднимается, блядь. он маленький, пока пусть хоть такой вырастет. Так что, как, ну вот, удочкой ты рыбу никак не... Да, Господи, конечно-то никогда не переловите рыбу. Ловите вы хоть по 2 удочки. 3-4 рыбки поймаешь за день трудовой рыбалки, вот так вот, мучаясь, всем потом... Это вот, ладно, что уже говорить, Да, лучше налить. да. Правильно? Люди ведь... А вон что, кто-то думает, что это из-за того, что кушать нету, что я ловлю рыбу. Так, что, тут даже это, одна стала полная. Хорошо. А этого красненького, да? Мгм. Не красненького, уже- а там черемухового. Ой, Это уже такая, это же болезнь. Блин. Это что мне нужна рыба? да. Нужна рыбалка, правильно? У меня есть. Сейчас немножко поставлю кадры. Ты мне 2 или 3 раза отправлял. Рыбалка, жареха. Да. 5-7 штук. Вот только что из речки пришел. Короче, 7 штук хороших, 3 штуки выпустил. Вот, ну, нормально. Морозец упал и начал клевать. Вот, это называется рыбацкое счастье. Начал рыбу чистить, каждый желудок разрезаю. 3 дня назад у меня, или 4 даже, оборвало мормышку. И вот в желудке нашел мормышку. Значит, хариус не движется. Где живет, там и живет.
Ну, сегодня, конечно, погода была отвратительная, ветер очень противный. И, короче, 1,5 часа посидел, 4 штуки поймал. Ну и поймал этого вора, который мне своровал мормышку. Вот она, мормышка моя, родивая. Я переживал за нее. Вот сегодняшний небольшой улов. Ой, сишки красивые. Да и клевали красиво. Молодцы, спасибо. Это вот сегодняшний небольшой уловчик такой. Ну, 5 штучек крупненьких, 2 жигана. Ну, 2 сишка хорошеньких. И кто-то оборвал. Ну, не знаю, кто там, сик, хариус. Жареха. Да. 5-7 штук у тебя есть. Да. Так, по половиночке тут немножко крепче. Это. Выйду около дома, блин. А то Опа. Вот это половиночка. в декабре уже в 1,5, блин, темно. Ничего. Раз отсюда вы добрались, до реки уже, наверное, доберемся. Я тут уже пешком пойду. Самое главное, я поднялся, да, завтра вниз-то я точно на урагане поеду. Ну, конечно. А вверх я посмотрю завтра, как это, куда добрался. Я говорю Игорю, да в крайнем случае спустимся. А подняться, вон, веревку привязали. Пока-то поднимать не буду. Ну, как, Пока. ну да. День выезда подняться, да, и да, все. да. Пусть там. Тут спуститься, что пешком. До низины спустился, но в низине вот это лежит. Вот Ну бревна, да, это да, бурелом. там же вот сюда береза так падала. Там видно же, как будто вначале свободное место вот тут снизу. А потом там смотришь на крещено, блин. Там днем надо пилить. Днем, да. Где-то тут была типа тропы такая Ну, сделана лазейка. уже. Ну, я находил. Я же ездил. Ночью не сосредоточишься. Ладно, утро вечера, как говорится, мудренее. Да, давай это, пока не остыли это вареники со сметаной. Сегодня у нас 6 февраля, правильно? Я же тетрадку все-таки принес сюда, видел, да? Тетрадку я сейчас кратко записываю, что как, какая погода, какая температура, ловилась, не ловилась, что куда, что где, когда. Там написано, что был, приходил. А то вот здесь мне написали: привет, говорит, Коми Рыбако, от пацанов, которые смотрят тебя. Оставили, говорит, гостинцев, семечек, конфет, печенье оставили. 10 марта были. Мы 5 выехали, кто-то после нас заходил. Через год. Не через год, через 5 дней. Прошлый год. Не, я имею сейчас. А, сейчас, В да, принципе, почти принял. год уже, да. Конфет духовые оставили. Конфеты даже расставили там. Без одного месяца. А мне хозяин. Ну дай Бог. Дай Бог всем здоровья. Будет здоровье, будет все. Будь здоровья, будет рыбалка, будет съемка, будет съемка, будут ролики. Так что Все завязано. в этом мире. Закольцовано. Так что, ну, все начинается со здоровья. Если уж нет здоровья, все, писец перебежал дорогу. Нормально? Хороша. Ну, надо сразу говорить, а не думать. Так, Игорь, ну давай. Давай. Прощай, ум, завтра встретимся. Капуста покупная или самодельная? А почему холодная? Так на полу было. А, У холодный градус меньше. ну да. Теплую печь у тебя горит, а холодный печь у тебя только прижигает. Сколько раз говорили, да? Принято, говорит, сейчас, говорит, головы выкидывать. Он, Иван Григорьевич, говорит, сперва всегда на Украине ты Конечно, это же ценился. это, это все микробы убивает. Хвосты, да, там сивуху что гнать уже, там вонючая. она. Почему же спиртом вытирают руки? 96, а не 40 градусов. А мы только зубы чистим.
Сколько народу, сколько людей, А столько спальники взяли? мнений. Игорь, А? спальники-то взяли? Да. Вы Спальники один я-то взял. Я свой где-то посеял, так и Вам не нихуя. сказал, вы меня второй взяли. Придет лето, буду искать. там это, Юрич, одеяло есть, одним одеялом накроешься, да и все. Да, господи, я же раскрытый сплю. Мне что помешать надо. Где там сметана же была? Где сметана была? Кто-то съел всю сметану. Облизал. Так, ну что, мы еще немножко покушаем, отдохнем. Завтра все начнется. Это как это Пугачиха пела. Это будет завтра. Или не она? Она. Нет, это этот пел. Минаев. Нет, так, да. Минаев пел. Программа телепередач на завтра-то. Минаев же, да? Пел вроде бы. Я не помню, я не смотрю. Барыкин. Барыкин? Начинаем. Я уже телевизор не смотрю. А, да, Барыкин, Программу Барыкин, Барыкин. телепередач. У меня Валя Завтра. смотрит телевизор. Точно. Он уже умер, да, ведь Барыкин? Да. Тяжелая жизнь, ну, долго не прожил. Ну, конечно, столько песен петь. Это вам не на рыбалку ездить. Да, у них баранка. Мы что-то, Иван, давно баян не брали. Тоже, наверное, можно... Да, пока еще. Как-нибудь. Да я и дома, я только подумаю. Я думаю, ну завтра, послезавтра. Не, сейчас можно, знаешь что? К майским праздникам ты все-таки как-нибудь забацать. Я сейчас купил колонку с микрофоном, караоке колонка. Туда минусовку включить через телефон. Тебе дать микрофон и будешь там бессмертный полк, бессмертный Да полк. я его учил уже. Я уже В почти, одном у меня он стою. переписанный есть. Ребята. Это, Бессмертный полк. в общей тетради есть переписанный. Я включаю этот телефон и уже почти что выучил. Было. Это песня, да? Да. Так что скоро услышим бессмертный полк отца и сына Назаровых и исполнение Ивана Григорьевича. 3 года уже ждут Назаровы, когда ты исполнишь. Ну, Когда-нибудь обязательно ну надо. все вот такие я. Это украинскую вот учил. Все там, где как бы розогнала, розділила родину. Я так хочу додому. Пока не забыл. Всегда хотел там. Тебе куча комментариев, всем говорю. Иван Григорьевич ваши комментарии читает, просто говорю, не отвечает. Я не умею. Читать? Не Отвечать. умею отвечать. На осенний сезон 23 к этим же роликам был комментарий такой от Юрия Юрченко. Иван Юра. Григорьевич, он тебя касается, Ну. меня поймет. Большой привет ему от меня. Долгих лет жизни ему. Как Юра Юрченко. Юрий Юрченко, да. Слушай, мне кажется, я его вот помню. Все же корни с Украины. Большой ему привет. И как он пел. Рідна маті моя ті ночей не доспала. Но И водила меня у поля край села. В дорогу далеку ти мене мене провожала. снаряджала, Провожала. чогось на счастье, на долю дала. Мгм. Обязательно, Геннадий, передайте ему привет, заранее благодарен. Вот, теперь я Вот передал теперь при спасибо. зрителях, да, Значит, теперь спасибо, Юра Юрченко. Юра Юрченко. Вспомнил? Мужик сказал, мужик сделал. Я, Спасибо. будет возможность, обязательно передам. А Если Иван будет Григорьевич- возможность, я обязательно спою. Да. Так что Так ты теперь, вспомнил, кто такой? теперь с Юрий чистой, Юрченко, нет? чистой, Вот, Может, друг вот детства? помню, знаю фамилию Юрченко. сейчас вот могу с чистой совестью удалить вот этот скриншот. Все, значит у меня все передано. Потому что я тогда хотел зачитать, да нет, думаю, будет день, когда Иван Григорьевич Я будет когда-то- здесь. Ну, когда-то я встречался вот с Юрченком. Юрченко. В прошлой фамилия. жизни. Да пусть Ну, напомнит.
Пусть напомнит. Да, Юра Юрченко, если смотришь Юра, этот напомни. ролик, Да. напомни. Я, по-моему, встречался где-то Иван с Григорьевич не Юрченко. может вспомнить, где пересекались ваши... Да. Интересно. Ну, пересекался вот Юра Иванов, еще тоже с Краснодарского края. Потом, кто там, земляк такой, господи, с Майкопа был Коля. Это сослуживцы, может, парни, нет? Ну да, ну вот что-то такое, вот этот Коля Иванов и играл, или Юра, блин, Иванов, играл на баяне. Я Так что... потом эти все, блин, какие там, блин, Приступа, Сметюк, Вандюк, все это земляки там, с кем служил, короче. Все же они должны быть живы, блин, я так думаю. Попробуйте только уйти с этой жизни без меня. Вперед тебя. Да, нет, ну, живите, мы должны встретиться когда-нибудь, где-то должны пересечься, у меня такое предчувствие. Там все пересекемся. Да, вот, правильно сказал. На Все- небесе? все там встретимся, да. Все, ладно, друзья, вот такой день заезда. Всем спасибо за внимание. Кому-то, может быть, это уже надоело, неинтересно, не смотрите. Ну ничего, Кто с нами посидел за компанию, спасибо, чай попьем, все, увидимся завтра да. На речке. на речке, Завтра мы позавтракаем. постараемся отличиться. Завтра покажем, как это мать твою, Завтра будет лучше, чем вчера. Кузькину мать, да, как это. Да-да-да. Сапог взял. Привяжем блесну. Да, и Кузькину мать покажем. Да, это будет завтра. Точно.